Доброе утро, дорогие друзья! Мы приветствуем вновь вас с телеканала Якутия-24 НВК Саха на часах 7:00, а это значит, что это программа «Утро Якутии». С вами Дарья Анкехова, Павел Танин. И сегодня, как всегда, наша основная задача – это, во-первых, зарядить себя и вас, дорогие друзья, позитивной утренней энергетикой, ну а также рассказать вам о всем самом важном на данный час. Да, ну и сегодня с этой задачей будет справиться, я думаю, как никогда легко, ведь на календаре, можно сказать, пятница, потому что среда. Да. Как это связано, все прекрасно понимают. Длительные выходные нас ожидают уже с завтрашнего дня, 4 дня отдыха. Кстати, пятница стала выходным днем за счет того, что 1 января на это число перенесли. В общем, сегодня заканчивается рабочая неделя, не успев начаться. Поэтому надеюсь, что у вас все ваши дела уже подбиты, что называется. Вы готовы эти выходные встречать без всяких рабочих, ну, как минимум, рабочих долгов. Ну и сегодня, как всегда, нас ждет очень много интересной информации. Ну, во-первых, мы побываем с вами в гостях у многодетной семьи Винокуровых, которые проживают в горном районе, и они воспитывают 8 детей. Познакомимся также с жителем города Нерюнгри, который нашел свое призвание в парикмахерском деле. Также поговорим о таком понятии, как репродуктивный возраст. Что это такое и каковы его особенности? А в преддверии 30-летия творческой деятельности оперной певицы Феодосии Шахурдиной наша съемочная группа побывала в гостях у народной артистки. Сегодня в нашей студии обязательно будут гости, и с одним из них мы поговорим на тему телемарафона «Все для победы», который стартует сегодня, 22 февраля в 12:15 на телеканалах НВК Саха и Якутия-24. Напомним также, что сегодня во Дворце спорта 50 лет Победы состоится открытие чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Иванова. В связи с чем также ждем гостей, с которыми поговорим на эту тему. В общем, интересные рубрики, интересные гости, и все это вас ожидает в ближайший час. Ну а как всегда, начинаем мы с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 30 градусов. В заречной группе 29-39 градусов ниже 0. В южных районах 15-20 градусов со знаком минус. В Вилюйской группе до минус 23, в Нижнеленских 24-27 градусов мороза. В западных районах 13-19, в Колыме-Индигирской группе улусов до минус 54. В Янских 38-41 ниже 0, на северо-западе 23 градуса со знаком минус. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 27 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 1 метр в секунду. Сегодня днем небольшой снег, ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 22 градусов. Ну, такая приятная, да, отметка минус 22 22 градуса. Это, кстати, к слову о том, что сегодня, по сути, еще и укороченный день рабочий. Можно сказать, лишний час, освободившийся, посвятить прогулке по городу, потому что, я думаю, за эту долгую зиму нашу, туманную, холодную, мы соскучились по свежему воздуху, соскучились по прогулкам. И я думаю, что вот такая пешая история, пешее путешествие по родному городу, оно, естественно, может приманить хорошее настроение. Тем более, что сегодня, 22 февраля, один из неофициальных праздников – это день приманивания хорошего настроения. Хорошее настроение – это важная составляющая жизненного успеха и даже вашего здоровья. Люди, которые умеют поддерживать у себя позитивный настрой, как правило, меньше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, а также простуде, ведь у них сильнее иммунитет. У человека, который чаще бывает в хорошем настроении, выше болевой порог, и он проще переносит различные неприятности. На календаре 22 февраля. Сегодня отмечают Международный день поддержки жертв преступлений, День приманивания хорошего настроения, День дикой природы, День прогулки с собакой. По народному календарю в этот день чтут память преподобного Панкратия Печерского, затворника и иеромонаха. На Руси этот день проводили за хозяйственными делами. Осматривали полевой инвентарь, проверяли состояние семян и оставшиеся зимние запасы. Также в этот день начинали плести лапти. События в этот день. В 1653 году началась церковная реформа патриарха Никона. В Санкт-Петербурге основывается аптекарский огород, теперь ботанический сад Ботанического института.
В Москве оркестром под управлением Рубинштейна впервые исполнена 4-я симфония Петра Ильича Чайковского. В Советской России был создан Госплан СССР. Доктор Зельман Ваксман открывает антибиотик стрептомицин. Был запущен советский биоспутник «Космос-110» с первыми беспородными собаками на борту – «Ветерок» и «Уголек». Собаки пробыли в космосе рекордные 22 дня и благополучно вернулись на Землю. Открыта советская арктическая станция Беллинсгаузен. В этот день родились Джордж Вашингтон, первый президент США, американский государственный и военный деятель. Артур Шопенгауэр, немецкий философ. Анна Керн, русская дворянка, мемуаристка. Фредерик Шопен, польский композитор, пианист, виртуоз и педагог. Алексей Жемчужников, русский писатель и поэт, сатирик. Генрих Герц, немецкий физик, один из основателей электродинамики. Леонид Говоров, советский военачальник, маршал и герой Советского Союза. Эдуард Лимонов, русский писатель, публицист, политический деятель. Дрю Берримор, американская актриса, продюсер и кинорежиссер. Именины сегодня отмечают Ян, Тихон, Петр, Иннокентий, Иван, Геннадий, Василий. В июле прошлого года Общероссийский народный фронт запустил масштабный проект «Все для победы» по поддержке воинских подразделений ЛДНР. Присоединиться может любой желающий, приняв участие в сборе средств или просто направив слова поддержки. Сегодня, 22 февраля, телемарафон «Все для победы» пройдет и в нашей республике. В 12:15 на телеканале «Якутия-24» НВК «Саха». Сегодня в нашей студии Валерий Алексеевич Лютый. Он является главой регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Саха-Якутия, а также председателем Союза ветеранов Афганистана, также в нашей республике. Доброе утро. Доброе утро. Валерий Алексеевич, вопрос, да, сегодня уже телемарафон. Понятно, что кого-то вы уже уведомляли, как правило, это организации. Много ли сегодня организаций республиканских, крупных, может быть, не очень крупных, уже откликнулись на этот призыв и готовы, а может быть, уже оказали помощь? Да, у нас уже откликнулись. Вот у нас в телемарафоне будет сегодня участвовать более 30 разных организаций. Это разный способ помощи. Некоторые коллективы решили перевести на наш региональный счет, это региональный счет именно Якутии, однодневную заработную плату. Некоторые приносят конкретную сумму. Вот. Но еще раз говорил и говорю, что ведь не сама сумма нужна, потому что у всех разные возможности. Важно, что наше участие, сопричастность каждого коллектива, каждого человека вот, к помощи нашим бойцам на передовой. Валерий Алексеевич, давайте немножко поговорим о самом телемарафоне. Да? Возможно, кто-то не слышал или не знает о том, как проходят подобные мероприятия. И, конечно, необходимо отметить и, самое главное, чистоту всего происходящего. Вот как могут люди, телезрители принять участие и, допустим, передать часть своих денежных средств? Ну, у нас будет транслироваться постоянно QR-код. Сейчас технологии позволяют людям упростить вот это действие перевода денег. То есть любым смартфоном, телефоном можно навести на QR-код, перевести. Старшему поколению иногда мы помогаем это сделать. И вы знаете, приходят иногда у нас пенсионеры, которые не могут именно перевести. И я вот должен привести особый случай, который меня затронул. Совершенно слепой человек, пенсионер, принес все свои сбережения, более 50 тысяч. И, конечно, даже я попытался, я же говорю, отговорить, но это вот случай такой, просто который мне пал в душу. И второй случай был, если я не помню, просили не называть фамилии, я не буду называть фамилии, имена. Пенсионер 86 лет принес 80 тысяч. Это тоже все свои сбережения. Мы ни в коем случае не призываем отдавать последнее, особенно пенсионеров, которым и так трудно. Вот, я знаю, что есть предприниматели, которые большие суммы вносят, сами помогают лично, и все мы за это им благодарны. Но вот вчера на послании президент Российской Федерации упомянул, и это очень приятно, что наша работа замечена. Народный фронт
по России собрал более 5 миллиардов рублей. Это внушительная сумма, собрана не только благодаря там коммерсантам. В основном эта сумма – это переводы простых людей. Вот по 200, по 300 рублей вот такая набирается сумма. И вот общность наша, наше единение позволяет вот такие деньги собрать. Но помимо денежных средств также собирают ведь и необходимые вещи, которые сегодня нужны нашим ребятам на передовой, да? Да. Это определенный список все-таки, или же вот что есть, то и принес? Нет, вот Народный фронт собирает конкретные вещи. У нас и электроника, аккумуляторы, батареи и так далее, и так далее. То есть технические в основном средства, потому что у нас есть ресурсный центр, вот, и движение такое, как «Якутия мы вместе» и так далее. Мы с ними, как, кстати, и развозили те на собранные деньги приобретенные. Вот Вилюя, Тодор, и подразделения, дорожники, другие нам передавали квадрокоптеры, тепловизоры, прицелы ночного видения и так далее. Все это нашим бойцам необходимо. Вот, Валерий Алексеевич, вы как человек тоже не понаслышке знакомый вообще с понятием боевых действий. А у солдат вообще как бы, ну, от такой поддержки как-то поднимается ли боевой дух и так далее? Как на них это сказывается? Помимо того, что материально, да, помогают, вот именно сопричастность людей. Да, у нас в Якутии, как, наверное, не знаю, как нигде, народ, вот сейчас все люди наши с Якутии рвутся как-то помочь, и многие активисты, общественники выезжают, в том числе и Народный фронт постоянно, там другие, общественная палата, просто люди, добровольцы, там участвуют в помощи. И вот помощь она какая? Мы даже ездили, проводили якутские обряды. Все это напоминание о нашей вот малой родине, очень помогает ребятам сплотиться и пережить трудные моменты. На войне, как говорится, там много трудностей есть. Прямо сейчас мы на короткую паузу прервемся, после нее вернемся и продолжим нашу беседу по поводу телемарафона «Все для победы», который сегодня пройдет в 12 часов 15 минут, стартует на телеканалах НВК Саха Якутия-24. Ну и после нашей паузы узнаем об итогах первого марафона, который еще в октябре прошел, поэтому оставайтесь с нами. Помимо этого нас еще ожидает много всего интересного, поэтому не переключайтесь. Вы смотрите новости. Доброе утро. Жители Светлого пожаловались главе Якутии на размытую трассу между Мирным и Светлым. По словам водителей, машины не едут, а буквально плывут по дороге. Это видно и на видео, которое попало в соцсети. Люди говорят, в 10 километрах от поселка на дорожное полотно часто выходит вода. А когда дорога подмерзает, водители высаживают пассажиров, чтобы проехать опасный участок. Во время прямого эфира на телеканале «Алмазный край» Айсан Николаев дал обратную связь. По дорогам по Минскому району, конечно, большая работа проводится и на федеральных дорогах, региональных дорогах, муниципальных дорогах. Ну, еще не все сделано. Вот бывают и случаи вот выхода вод и так далее. Но это, еще раз говорю, рабочие вопросы, мы обязательно их будем решать. А какие-то нарушения технологические, если есть, то я уверен, что дорожники мирнинские, они одни из лучших у нас в республике, обязательно с этой проблемой быстро и качественно справятся. Осталось ровно 100 дней до конца зимовки. На сегодня остаток кормов по республике составляет более 200 тысяч тонн сена, 17,5 тысяч тонн силоса и более 8 тысяч тонн сенажа. Тем не менее, из-за плохой тебеневки на подкормку поставлено более 48 тысяч голов лошадей. А сейчас в хозяйствах начинается отел коров. Уже прибавилось 5 тысяч телят. В улусах с острой нехваткой грубого корма продолжается перевозка сена и концентрированного корма. По словам специалистов Минсельхоза, из запланированных 47 тысяч тонн сена перевезено 30 тысяч. Также доставлено 2822 тонны дополнительного корма. Последние 3 года, да, у нас вот засуха идет, да, по республике. Поэтому у нас вот зимовка трудная. И поэтому вот намного и тебеневки нету. Вот последнее время, да. Но мы рекомендуем всем сельхозтоваропроизводителям, нашим сельчанам, чтобы запасались все микро-макроэлементами, солями, чтобы как-то содержать вот физиологию
крупнорогатого скота и лошадей. Серебряный призер зимних Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира Александра Трусова передала видео-привет участникам игр «Дети Азии» в Кузбассе. Трусова выступит на открытии соревнований в качестве хедлайнера 25 февраля в Кемерове. Также хедлайнерами на церемонии станут титулованный фигурист Евгений Плющенко и его сын Александр. Соревнования пройдут с 23 февраля по 5 марта. В программу вошли лыжные гонки, шорт-трек, хоккей, сноуборд, горнолыжный спорт, фигурное катание, прыжки на лыжах с трамплина. По инициативе Кузбасса в программу также впервые включены керлинг, фристайл и конькобежный спорт. Спортивный дух, азарт и единство. 17-я школа Якутска совместно с Центром национальных видов спорта «Мадун» проводят традиционный праздник. Это соревнование по многоборью среди ребят 9-11 классов. В этом году участвуют 13 старшеклассников по 5 видам спорта. Масс-рестлинг, прыжки в длину, бег за девушкой, бег с тяжестью и упрямый теленок. Отметим, что данное мероприятие проходит уже в 4-й раз. По итогам многоборья призерам вручат кубки, медали и грамоты, а абсолютному чемпиону подготовили специальный приз – якутский нож. Это все проводится ради того, чтобы наши дети знали, уважали свою национальную культуру, якутскую национальную культуру, чтобы знали национальные виды спорта, да, каким видом спорта занимались наши предки, и чтобы знали, что есть такой центр спортивного мастерства имени Василия Манчары «Мадун». Это вновь «Утро Якутии». До ухода на небольшую паузу мы говорили о телемарафоне, который сегодня пройдет на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха» в помощь нашим военным. И сегодня у нас в студии Валерий Алексеевич Лютый, это глава регионального исполкома Общероссийского народного фонда Республики Саха-Якутия, а также председатель Союза ветеранов Афганистана. Мы в общем, поговорили, да, в целом, как будет проходить марафон, и вы затронули уже тему о том, что подобное мероприятие уже проходило в октябре. Вот, конечно же, интересуют итоги. Сколько тогда собрали денежных средств и насколько вот активными были зрители? У нас, если сейчас мы именно, я заостряю на это внимание, у нас региональный QR-код и деньги будут оставаться у нас в республике. И мы эти деньги будем направлять именно для наших земляков, помощи нашим землякам. Такое наше решение принято. А раньше у нас все наши, все бойцы там наши, и те, которые сейчас донецкие бойцы, они тоже наши. Поэтому вот результат такой у нас был первого марафона. В целом я хочу сказать, что было и перечислено средствами, и передано материально квадрокоптер и другой электроники нужной на 12 миллионов. Это в Якутии. И да, и я лично, и другие наши активисты развозили по войсковым частям, потому что войсковые части в начале мобилизации находились у нас на Дальнем Востоке, в Уссурийске, находились у нас в Улан-Удэ. Мы всем развозили спальники, термобелье, все там, ну и в основном это электроника была. Поэтому задача была, я думаю, выполнена. Но сейчас у нас вот и немножко другая задача – помочь именно нашим землякам. Валерий Алексеевич, ну вы перед началом нашей беседы, мы с вами за кадром разговаривали, вы пришли сегодня немножко и с поэтической такой ноткой. Я попытаюсь, вы знаете, сейчас, пока я сюда ехал, в нашей ветеранской группе у нас есть такое понятие «боевое братство». Все ветераны, которые прошли различные войны, локальные и так далее. Я прочитаю, кто-то из передовой, из талантливых людей написал стихотворение. И в нем, как говорится, все сказано, добавить не убавить. Ну что, народ, садитесь поудобнее, смартфон, пивко и праздничный угар. Смотрите шоу, как для вас сегодня освобождают парни из Солидар. Мороз за 20, в сердце лютый холод. Тут отогреться непосильный труд. Но для пути вперед есть сильный довод. В подвалах наши ждут. За шагом шаг, порожек за порожком. Как клещ вцепился в каждый дом рагуль. Враг зол и смел, на зеркало похожий. И кажется, снежинок меньше пуль. Летят окурки дальше, чем гранаты. Пошла возня, и тупятся ножи. Здесь за Россию рубятся ребята.
За право русских вновь по-русски жить. Прекрасен бой на телеграм-канале. Без вкуса крови, запаха мочи. Живая плоть не корчится в металле. И позывной у друга не молчит. А там, на грани столкновений армий, в объятиях смерти, заглушая стон, срывая ногти, матерятся парни, когда в стволе заклинило патрон. И мы сидим, как будто в кинозале, не осознав военную беду. Чтоб города быстрее освобождали, мы быть должны не в зрительном ряду, пока бойцы несут и наше бремя. И нам в телефонах глупо пропадать. Любой из нас обязан в это время хоть чем-нибудь, но фронту помогать. Тут концовка прям. Я хочу обратиться к зрителям. Земляки, каждый из вас может внести по QR-коду. Сегодня будет телемарафон. Там будет много интересного. Будут наши военкоры показывать тот материал, который они привезли с передовой. Наших ребят, как они там живут, как они защищают нашу Родину. И каждый из вас может им помочь. Перевести 200-300 рублей по QR-коду. Принимайте участие, помогайте нашим бойцам. Нам всем нужна одна победа. Валерий Алексеевич, спасибо. Надеемся, помощь будет собрана в достаточном количестве. Опять же, призываем всех принять участие в марафоне, который на телеканалах НВК Саха, Якутия-24 сегодня в 12:15 стартует. Ну и, конечно, мы за мир во всем мире. И, конечно, надеемся на то, что совсем скоро мы вернемся к нашему мирному существованию на Земле. И, конечно, это все делается ради будущего нашей страны. В частности, ради будущего наших детей и наших внуков. И следующий сюжет будет как раз-таки про наших детей. С утра в семье Винокуровых села Магарас обычно деревенские хлопоты. Заготовить лед и наколоть дрова для братьев Дунаевых уже привычное дело. Помогать по хозяйству – первое, чему научились братья, когда попали в новую семью. Семья Винокуровых – многодетная семья. Под одной крышей – Винокуровы, Дунаевы, Константинова и Ковляков. 4 родных и 4 приемных. Айталина Никитична признается, давно мечтала об усыновлении. Пример родного брата Альберта, который с женой воспитывает 3 родных и 4 приемных детей, подтолкнула к решению. А изменить жизнь 4 детей подсказала судьба. Мальчики у нас появились в 2020 году. Мы их видели в Берегине. Наша дочь в 2019 году она работала в Берегине логопедом. И там она показывала фотки детей. И они нам очень понравились. Мальчики находились в одном из детских домов города Якутска и очень хотели обрести семью. Судьба братьев Ильи и Максима Дунаевых изменилась. И вот уже 3-й год они живут здесь. Переезд из города в село Магарас прошел успешно. Дети быстро адаптировались и нашли новых друзей. Мальчики признаются, научились многому, особенно деревенскому труду и обычным жизненным навыкам. В школе друзей много, все хорошо. Я научился работать, дрова таскать, лед таскать. Мы лед таскаем, дрова колем. Летом занимаемся, купаемся, на сенокос ходим. Тут очень хорошо в деревне. После братьев Дунаевых через несколько лет Винокуровы решили взять под крыло еще 2 детей – Азалию Константинову и Сахамина Ковлякова из других детских домов Горного Улуса. Теперь их стало 4. Сахамин маленький, он к нам уже 2 месяца живет. Сперва он не мог говорить, просто звуки какие-то, коко, кака. У него первые слова «папа». Вот. Новым годом у нас появилась Азалия. Она сейчас гостевой но потом останется. Учится в 4 классе с Максимом. Ее обожают мальчики, очень любят. Даже Максим сказал, что у него мечта исполнилась, что появилась сестренка. Винокуровы признаются, решение усыновить ребенка зрело больше 10 лет. Оценили свои силы, обдумали за и против и начали собирать документы. Через полгода мальчики переехали уже в свой родной дом.
Материнство – это уже подвиг. Двойной подвиг – воспитание приемных детей. Таких семей, как Винокурово, в Якутии много. Чаще всего семьи, которые хотят усыновить детей, обращаются в Республиканский центр содействия семейному воспитанию. Именно здесь принимают и воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 7 лет. Здесь работают более 100 специалистов, воспитателей, медсестер, нянечек и врачи разных направлений. Программа «Утро Якутии» вот уже 2-й год сотрудничает с центром по рубрике «Пусть мама придет». За 2 года свою маму нашли 30 детей. Основной показатель работы нашей – это устройство детей в семьи. Там, где возможно вкровные, там, где невозможно замещающие. По движению детей, которые к нам поступают, более 80% детей по итогам прошлого года устраиваются в семьи. Каждый вечер за столом Винокурова слышен смех детей. Братья Илья и Максим и их сестра Азалия рассказывают родителям, как прошел их день. Винокуровы признаются, изменив жизнь 4 детей, они кардинально изменили свою. Ведь через столько лет они нашли своих 4 детей и благодарны судьбе за нежданное счастье. Ирина Григорьева, Михаил Мордовской, Горный район. Пользуясь случаем, телеканал «Якутия-24» передает пламенный привет семье Винокуровых, где воспитываются 8 детей, 4 своих и 4 приемных. Замечательный пример, и глядя на такие примеры, вот прям хочется стать сразу многодетной мамой. Вот если есть такое желание, очень важно заботиться вообще о своей репродуктивной системе и так далее. И вообще понимать и всегда держать в голове понятие репродуктивный возраст. Каждый из нас примерно знает, что это такое на самом деле. Зачастую кто-либо что-то об этом слышал, но конкретно никто ничего не знает. Думаю, что вот настала пора как раз устранить этот пробел. Доброе утро! По мнению специалистов, лучшим репродуктивным возрастом для мужчин и женщин считается с 20 до 35 лет, когда организм полностью сформирован и психологически готов к выполнению родительских функций. Забота о репродуктивном здоровье девочки начинается с рождения. Уже в первые месяцы в жизни девочку нужно показать детскому гинекологу. Подростковый период – очень важный возраст, когда необходимо особо беречь девочку от инфекционных и вирусных заболеваний, вируса папилломы человека. Важно ликвидировать все очаги инфекции в организме, в первую очередь кариес и хроническое воспаление миндалин. Осмотр у гинеколога с 14 лет необходимо проходить ежегодно, ведь именно в этом возрасте большинство подростков начинает вести половую жизнь и сталкивается с проблемой незапланированной беременности. А прерывание беременности в молодом возрасте может привести к тяжелым последствиям для здоровья и развитием в последующем бесплодия. Зачатие ребенка должно быть осознанным решением. Мальчикам в период полового созревания нужно объяснить, что происходит в их организме. В это время происходит стремительный рост органов и тела под влиянием мужских половых гормонов андрогенов. Поэтому важно, чтобы родители учились разговаривать со своими детьми на тему секса и контрацепции. Подростки должны быть информированы о том, что применение барьерных средств защиты снижает риск заражения болезнями, передаваемым половым путем, в том числе ВИЧ-инфекции, гепатита В и С. Одной из причин снижения репродуктивной функции у мужчин является гипогонадизм. Клинический синдром, обусловленный недостаточной выработкой, дефицитом андрогенов. Андрогены играют ключевую роль в развитии и поддержке репродуктивной половой функции у мужчин. Необходимо регулярно проходить профилактические осмотры урологов для мужчин и гинекологов для женщин, что позволит предотвратить появление и развитие многих заболеваний на ранней стадии, даже при отсутствии жалоб. Здоровое питание, достаточная физическая активность, отказ от табака и алкоголя – залог сохранения репродуктивного здоровья на долгие годы. Будьте здоровы! Продолжая тему здоровья, мы переходим к следующему материалу. Так, 6 февраля мы в нашей студии говорили о создании в республике Федерации спорта для лиц с нарушением интеллекта. Федерация еще официально не зарегистрировалась, только данный процесс происходит. Вместе с ним Республиканский центр адаптивной физической культуры уже взялся за работу с такими людьми. И уже на этой неделе в здании «Самородка» проходят соревнования для лиц с нарушением интеллекта. О значимости создания этой федерации и перспективе в материале нашего корреспондента.
Создаваемая новая федерация спорта для лиц с нарушением интеллекта считается самой массовой по количеству людей и самой сложной. Сегодня, по словам специалистов и врачей, на территории региона зарегистрировано более 6 тысяч людей с таким недугом. И поддержка таких людей всегда считалась актуальной, ведь и среди них бывают одаренные ребята, которые могли бы заявить о себе через спорт. И в целях этого в эти дни в Центре адаптивной физической культуры были организованы республиканские спортивные соревнования для лиц с нарушением интеллекта. Минувшим днем прошли соревнования по теннису. Здесь организаторы объединили около 40 учащихся из коррекционных школ республики. Теннис является самым массовым и приоритетным видом спорта среди детей с нарушением интеллекта. Теннис развивает мышление, реактивность, ну и физические данные, но параллельно когнитивные, то есть интеллектуальные способности ребенка. Поэтому эта игра очень полезна для наших детей. Действительно, дети здесь не только активно двигаются, но и одновременно думают. По словам тренеров, у юных спортсменов уже есть опыт участия во всероссийских соревнованиях, часть которых уже являются медалистами. Мы недавно ездили в город Казань, выиграли там серебро. На Олимпиаде единые игры, специальные единые игры были в городе Казани. Взяли второе место. Ну, желаем то, что возьмем республику и дальнейшее нам в город Саранск поедем, да. Помимо тенниса, для лиц с нарушением интеллекта рекомендованы такие спортивные направления, как пауэрлифтинг, масс-рестлинг, легкая атлетика и плавание. Это плавание именно им дает такую, чтобы поддержку, все мышцы работают, и они спокойными становятся, вода успокаивает, и они расслабляются. А по теннису они тоже так же. Сегодня здесь же пройдут соревнования по пауэрлифтингу, а в марте их дополнят соревнования по плаванию. По календарному плану уже в этом году намечено несколько больших мероприятий, которые необходимо посетить, и ребята должны участвовать, именно наши с Якутии. Поэтому сейчас моя задача и работа будет заключаться в том, чтобы находить материальные средства на поездки для ребят и какие-то виды адаптационной реабилитации. Вообще моя помощь будет заключаться как координатора между родителями и органами власти, скажем так. По итогам этих мероприятий создаваемая федерация будет формировать сборную Якутии, которая будет принимать участие во всероссийских соревнованиях среди лиц с нарушением интеллекта, которая пройдет в Республике Мордовия в середине марта. Так что с такими темпами и плодотворной работе новой федерации в Якутии могут появиться новые звезды паралимпийского спорта. Дмитрий Тымыров, Надежда Саханская, Илья Сыромятников, Якутск. Ну а мы продолжаем тему спорта. Сегодня, 22 февраля, во Дворце спорта 50 лет Победы состоится открытие чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в памяти первого чемпиона мира из Советского Союза Александра Иванова. И вот об этом соревновании мы поговорим с гостями нашей студии. Это председатель судейской коллегии Федерации кикбоксинга России, главный судья соревнований, заслуженный тренер России Александр Николаевич Березкин и директор Федерации кикбоксинга Республики Николай Владимирович Слепцов. Доброе утро. Доброе утро. Николай Владимирович, конечно, для любителей кикбоксинга данное мероприятие уже такое, знаете, добрая традиция, но для тех, кто, возможно, не знает, давайте немного вспомним историю. Да, действительно, сегодня для нас праздник кикбоксинга. Данное соревнование у нас проходит уже 21 раз. Это соревнование еще переходило на всероссийский, потом перешел на чемпионат и первенство Дальневосточного округа. До прошлого года у нас проводились одна дисциплина, а в этом году у нас проводятся 2 дисциплины – Full Contact и К1. И хочу отметить заслугу родного брата Александра Егоровича, Альберта Егоровича Иванова. Благодаря ему это соревнование уже 21 год проходит. И хочу отметить еще на этом соревновании, это соревнование локомотив развития не только кикбоксинга в нашей республике, но и в Дальневосточном округе. На этом соревновании мы обсуждаем наши планы, и на этом
соревнования мы наметили, хотели провести чемпионат России, и мы в 2021 году успешно этот чемпионат России провели. Александр Николаевич, вопрос вам вообще, насколько популярен данный вид спорта в нашей стране? Ну, на сегодняшний день кикбоксинг признан олимпийским видом спорта, и уже в 2028 году в Лос-Анджелесе кикбоксинг будет в полном объеме представлен на Олимпийских играх. Помимо этого, в следующем году в городе Якутске кикбоксинг будет представлен на Детях Азии. Это отдельное спасибо правительству Республики Саха-Якутия, Министерству спорта Леониду Николаевичу, министру, за то, что этот вид спорта был включен в Дети Азии. Поэтому на сегодняшний день кикбоксинг, ну, это такой уже брендовый продукт, как в мире единоборств профессионального кикбоксинга, также и на сегодняшний день в любителях. Ну вот говоря про, вот вы упомянули, что в принципе республика в плане проведения соревнований, в плане развития кикбоксинга такое, одно из лидирующих, наверное, мест занимает все-таки сегодня или нет? Ну, всегда спортсмены Саха-Якутии были в основном в составе сборной России, и сейчас также ребята завоевывают путевки, есть кто уже завоевали путевки в состав основной сборной России. Ну и, конечно же, ту планку, которую поднял город Якутск по проведению чемпионата России в 2021 году, дала, наверное, другим регионам такой вот мощный толчок для проведения таких очень больших массовых соревнований. Тем более сейчас в сложной ситуации провести такие большие мероприятия в России, и особенно международные соревнования, это, конечно, ну, большой успех. И есть в планах, конечно, и попробовать здесь сделать международную встречу с нашим соседним государством Белоруссией для наших ребят, имею в виду из Саха-Якутии, чтобы, ну, еще раз показать свои возможности. И пока нет у нас выездов на международные встречи, быть все-таки в этой хорошей топовой форме для того, чтобы представить затем наших ребят и нашу команду на Олимпийских играх. Николай Владимирович, давайте поговорим немного о наших все-таки конкретно спортсменах. Да? Есть ли у нас вот яркие звезды, которых можно с достоинством назвать продолжателями того дела, которое зародил Александр Иванов? Да, действительно, у нас есть яркие спортсмены, топовые спортсмены. Но у нас вот сегодня соревнования проводятся для взрослых, для юниоров и юношей, 3 возраста. И среди взрослых у нас непосредственно Колтовской Вадим, он чемпион Европы, участник чемпионата мира, а также у нас Иванов Михаил есть, он каждый год становится чемпионом России, и в прошлом году он был капитаном сборной команды России. А также у нас Сипсев Тимофей, Местников Аял, Петров Айтал. Есть у нас такие яркие спортсмены. А также среди юношей и юниоров могу отметить Надежду Павлову. Она каждый год становится призером первенства России. Колтовской Харасхан, Арьян Попов. У нас есть ребята, продолжатели этих легендарных наших чемпионов. Вот вопрос уже с точки зрения популяризации, да, спорта. Не один день будут соревнования идти. Как можно прийти, посмотреть, кто вот сейчас интересуется, поболеть за кого-то? Да, соревнования у нас начинаются сегодня с 10. Как я говорил, сейчас проводится в дисциплине full контакт. Каждый день с 10 часов, и 24-го будут финалы вот в дисциплине full контакт, и сразу начинается дисциплина К1, и финальные бои будут в воскресенье. В рамках соревнований может быть, да, но помимо самих соревнований, участия самих спортсменов, может быть какая-то культурная программа, может быть мастер-класс. У нас молодое поколение чему-то хочет научиться. Да, у нас постоянно во время соревнования проводится семинар. Ну, про этот семинар Александр Николаевич расскажет. Это очень помогает нам, потому что без
хорошее объективное судейство, никакое соревнование на высоком уровне не проводится. А также для наших гостей мы тоже подготовили. У нас, кстати, 7 регионов будут, и 8-й наша команда, это 8 из нашего округа будут команды. Ну, вопрос тогда к Александру Николаевичу. Да, вы уже затронули тему, да, что обязательно необходимо очень объективное судейство, да, и вы непосредственно тот человек, который отвечает именно за эту миссию. Да? Вот какую программу вы будете проводить для, возможно, наших местных кадров? Ну, еще раз, наверное, повторимся и скажем, что в этом году 2 дисциплины проводятся, федеральный округ именно в Якутске, и собрало достаточно большое количество для Дальнего Востока. Это порядка ожидаемое количество 300 человек, спортсменов, и, соответственно, всегда нужно квалифицированное судейство. И в первую очередь наша задача с моей стороны, как руководителя, провести качественный судейский семинар для того, чтобы отобрать судей с города Якутска, которые будут обслуживать программу «Дети Азии» в следующем году. Ну, поэтому сегодня у нас уже с утра буквально будет 2-часовой судейский семинар. Очень приятно, что, приезжая всегда в город Якутск, нравится обязательность работы судей, квалифицированность их, желание чему-то новому научиться для того, чтобы квалифицированно работать на таких больших международных стартах. Ну, спасибо вам большое. Надеемся, что, во-первых, соревнования пройдут на высшем уровне, как и планируется, ну и, возможно, соревнования подарят новые громкие имена в данном виде спорта, ну и имена громкие для Якутии появятся. Ну а мы прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы, они расскажут о последних новостях. В эфире новости. Доброе утро. Добыча природного газа в Якутии достигла более 17 миллиардов кубометров. В 2022 году добыча природного газа в Якутии выросла на 25%. Тем самым республика заняла 2-е место в ДФО и 7-е в стране. Прогноз на этот год составляет свыше 20 миллиардов кубометров газа. Как отмечают эксперты, рост обусловлен в первую очередь развитием чииндинского месторождения, которое является крупнейшим в регионе. Несмотря на санкционное давление, Якутия за прошлый год продемонстрировала устойчивый рост и высокие производительные показатели, отметил министр промышленности и геологии региона Максим Терещенко. Глава республики посетил корпоративный университет «Алроса» в Мирном. Айсан Николаев увидел, как проходит обучение будущих водителей карьерных самосвалов. Показали и тренинг по оказанию первой медпомощи и безопасной работе на высоте. Глава поддержал предложение университета сделать «Алроса» площадкой по дуальному образованию. Также Айсан Николаев ознакомился с учебным процессом в МРТК. Посетил с главами города и района токарный, слесарный и сварочные цеха. Осмотрел оборудование, на котором учатся будущие специалисты, и кабинет, в котором студенты готовятся к чемпионату WorldSkills. Глава подчеркнул важность качественной подготовки кадров в образовательных учреждениях. Телемарафон «Все для победы» в поддержку участников СВО состоится 22 февраля в Якутии. Марафон стартует в 12:15 на телеканалах НВК «Саха» и «Якутия-24». На собранные средства будут закуплены автомобили, квадрокоптеры, антидронные ружья, бинокли и многое другое, что необходимо бойцам в зоне специальной военной операции. Желающие могут перевести деньги по региональному QR-коду для якутян, участвующих в СВО. 4-й этап акции «Безопасный лед» проходит в Мегино-Кангаласском Улусе. Так, госавтоинспекция призывает граждан переправляться через реку Лену по оборудованным ледовым переправам, а именно по переправе республиканского значения Павловск-Хатасы, автомобильной дороге Умнас и по ледовой переправе федерального значения Нижний Бестях-Якутск, федеральной автодороги Колыма. Инспекторами ГИМС в местах несанкционированного выезда были поставлены информационные таблички, но, к сожалению, граждане, игнорируя все запреты, все же продолжают двигаться по нелегальной ледовой переправе Нижний Бестях, Зеленый Луг, Якутск. Перевозка людей по несанкционированной ледовой переправе запрещена, так как не соблюдены требования безопасности.
Напоминаем, что за несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по статье 9.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Саха-Якутия, нарушение которое влечет за собой наложение административного штрафа для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Данное административное правонарушение рассматривается административной комиссией. Начиная с октября 2022 года по настоящее время административной комиссией по данной статье рассмотрены свыше 40 административных дел. В Якутске и центральных районах республики потеплеет до минус 13 градусов. В юго-западных районах, возможно, будет еще теплее. В западные и центральные районы Якутии циклоны принесут теплые воздушные массы. Максимальное повышение температуры ожидается к концу недели. По-прежнему холодно на северо-востоке Якутии. Там 50-градусные морозы еще никуда не ушли. В Имиконском, Тампонском и местами Верхоянском районах ночная температура будет составлять минус 48, минус 53 градуса. Днем будет в пределах минус 40 и выше, поделилась прогнозами начальник Якутского гидрометцентра Татьяна Маршалик. По ее словам, в западные и центральные районы Якутии теплые воздушные массы принесут циклоны. Уже в ближайшие дни начнет заметно теплеть. На этом у нас все. Хорошего дня. Паша, а с каким музыкальным произведением ассоциируется у тебя вообще утро? Вот просыпаешься, и если подумать о музыке, то что это? Ну, наверное, самый распространенный вариант — это Эдвард Грик. У песни композиции так и называется «Утро». Там что-то Все, я понимаю, о чем ты говоришь. Вот это твое на-на-на-на-на, это очень часто можно... На-на-на, можем спеть любую песню. Нет, это часто встречается в различных кинолентах. Очень популярная композиция. Очень популярная. Тематическая, самое Ну главное. и вообще с музыкой жить проще. И люди, которые прям вот любят значит, направление, да, музыка. Музыка облегчает жизнь, ведь согласен? Песня «Строить» и «Жить и строить» нам помогает в любом случае. К чему мы это? О том, что исполняется 30 лет творческой деятельности Феодосии Шахурдиной, народной артистки Якутии, солистки Государственного театра оперы и балета Республики. И вот давайте в следующем материале узнаем немножко о творческой жизни этого выдающегося артиста. Именно этот кусочек. Идет кусочек. Нашли, да? Я как помню себя в детстве, я все время пела. В школе пела, в художественной самодеятельности пела. И когда наступил время выбора профессии, у меня сомнений не было, что я буду артисткой. Однако путь на сцену был длинным и непростым. После школы поступила через 2 года в музыкальное училище, затем была консерватория в Екатеринбурге, но стать солисткой в театре, несмотря на наличие профессионального диплома, тоже оказалось непросто. Переломным и судьбоносным в творчестве певицы стала партия Виолетты в опере Верди «Травиата». Была партия Виолетты. С ним я поступала на работу как солистка. Очень успешно спела. А знаете почему? Потому что это я, когда работала в хоре, я все время следила. Стояла за кулисами и все время следила. Вот такое желание было исполнить эту партию, да, и вот учиться, и стать солисткой, да. За первым профессиональным успехом на родной сцене последовали и другие. Победа в международном конкурсе оперных певцов в Италии, российские конкурсы и новые сольные партии. За 35 лет на сцене воплощены десятки ролей. Это и мадам Баттерфляй в Чио-Чио-сан, Аида в Верди, Ярославна в «Князе Игоре», Марфа в «Царской невесте». При этом певица считает, что сейчас некоторые роли исполнила бы совсем по-другому. Такова уж особенность творческой натуры – быть всегда немного недовольной собой. Я пела «Лакутник Гугун Далбара». Очень сложно, тяжело далась, потому что вот я тогда молодая была, у меня такого чувства не было, да, что вот, очень сложно в драматическом плане. И так каждую роль, каждую партию артисты пропускают через себя, ведь только тогда зритель в зале может поверить и проникнуться спектаклем.
И я очень счастлива вместе с ними творить, вместе быть с ними, наравне с ними работать, брать пример, как они обожают свою профессию. Феодосия Петровна одна из таких самых фанатов и самых наших больших мастеров нашей сцены. Ее концерты всегда это яркий праздник для души, для зрителей. Она исполняет лучшие мировые оперные арии. Ее голос всегда очень яркий, сочный, насыщенный, блестящий профессионал своего дела. Это только дома и на досуге электронное пианино. А главный инструмент для Дарьи Шахурдиной, младшей дочки нашей героини, — скрипка. Она лауреат международных российских конкурсов музыкантов, играет в составе знаменитого юношеского оркестра Юрия Башмета и виртуозов Якутии. Мы всегда слушаем наши записи с концертов моих сольных. Она всегда, даже меня немножко критикует. Самый строгий критик у меня — мама. Кстати, в судьбе дочери свою роль сыграла знаменитая землячка Феодосии Шахурдиной, другая народная артистка Онегина Ильина. Именно она увидела музыкальный талант в девочке, настоятельно посоветовав отдать в высшую школу музыки. Успех музыканта, певца складывается из многих составляющих. Не только таланта, но и удачного репертуара, творческого единения с коллегами, а самое главное – упорного ежедневного труда. Целеустремленная. Если она возьмется за партию, то она до конца доведет, сделает эту партию как конфетку. К 35-летию творчества, к своей юбилейной дате, народная артистка готовится представить в предстоящее воскресенье зрителю концертную программу с лучшими ариями из оперных спектаклей. Поздравит Феодосию Шахурдину своим пением и коллеги, ведущие солисты театра. И, конечно, главная ее гордость – младшая дочь Дарья Шахурдина. Туяра Филиппова, Виктор Дичковский, Якутск. В человеке должно быть все прекрасное. И лицо, и одежда, и душа, и его мысли. Да. И о человеке, который нашел свое призвание, еще об одном человеке, нашедшем свое призвание, расскажем в следующем материале. Давайте на 4 часа подойдете? Все, в 4 буду ждать тогда. Все, и вам. Любовь к парикмахерскому делу к Ибрагиму перешла от мамы эстета. Она не была парикмахером, но любила приводить в порядок друзей сына, причесывать, подстригать волосы, когда те заходили к ней домой в перерывах между футбольными матчами. В основном я начинал женским мастером работать. Во мне те люди, которые меня учили, видели во мне очень талантливого именно женского мастера. Но как ни крути, я пришел к тому, что я стал, наверное, более талантливый в мужском направлении. Вот. Я очень рад и очень горжусь, что я парикмахер. Здесь, в городе Нерюнгри, я уже 10-й год работаю парикмахером. Вот, парикмахерская уже своя, тоже, когда приехал сюда, работал то у одних, то у других на аренде. Вот. Но поскольку клиентов хватает, слава богу, вот, решили, что пора свою открывать, чтобы не прыгать с места на место. Лучшая реклама – это сарафанное радио, признается мастер. Те, кто однажды испытал мастерство и темп его работы, становятся постоянными клиентами. Между ними складываются доверительные отношения, которые длятся годами. К Ибрагиму я хожу уже на протяжении года. Как мастером я полностью им доволен. Что именно вам нравится в нем как мастеру? Быстрота, качество, то, что можно полностью довериться. Вот сделать все как надо, красиво, аккуратно, профессионально. Узнал через знакомых, то есть все его рекомендуют как парикмахера, что мастер своего дела. Вот, проверил год назад и каждый месяц регулярно хожу. Ибрагим легко находит общий язык как с детьми, так и со взрослыми мужчинами. Мастер справляется с задачей так быстро, что дети не успевают устать, а мужчина уважает его еще и за открытость и качество. Если же дети предпочитают модные прически, мужчины более консервативны. Я первоначально, то есть когда вот еще 3 года назад пришел, то есть я объяснил, как мне надо,
И все. То есть сейчас то есть Ибрагим знает. И как бы я просто пришел, сел, все. Найти своего парикмахера – дело непростое. Приходится не раз не так подстричься, подкраситься, чтобы найти того мастера, кому полностью доверишься. Ибрагим стал таковым для многих ниренгринцев. Каждый, кто идет к нему на стрижку, уверен, что мастер сделает все быстро и так, как надо. Гульшат Лаврентьева, Вадим Барашков, Нерингри. Что ж, вот такой у нас сегодня эфир прошел. Мы напомним, что сегодня пройдет телемарафон в поддержку «Все для победы». Он называется в 12:15 на нашем канале и на канале НВК Саха. Можете его посмотреть. Ну и приятная для всех нас и для вас, телезрителей, новость. Это что встретимся с нашей программой мы только в понедельник, в ближайшие 4 дня выходных. Надеемся, что у вас тоже эти дни пройдут исключительно в выходном формате. Ну и, конечно, мы поздравляем всех представителей прекрасного, сильного пола с предстоящим праздником с 23 февраля. Наши защитники, спасибо вам за то, что вы есть. Ну и особо, конечно, хотим поздравить и поблагодарить тех, кто оправдывает это название «Защитник Отечества» вот в эти для нас непростые времена. Увидимся. До новых встреч. Доброго вам утра.